Продолжаем освещать самые значимые события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого выпуска. Бывшему генеральному директору «Саханефтегазсбыт» вынесли приговор. Он осужден к лишению свободы и возмещению причиненного ущерба. Дополнительный центр на базе ЦСП «Триумф» за 5 дней работы принял порядка 8 тысяч человек. Наш корреспондент узнал, как сейчас там проходит работа. 100 экспонатов к столетию образования СССР. Амгинский районный музей истории гражданской войны в Якутии проводит ежегодную акцию. Под стражу заключен якутянин, который подозревается в рассылке по электронной почте ложных сообщений о минировании аэропорта и самолетов города Якутска 20 января. Мужчину удалось установить в кратчайшие сроки. 27 января на него возбуждено уголовное дело. Якутским городским судом принято решение о его заключении под стражу сроком на 2 месяца. Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры. Экс-директора компании «Саханефтегазсбыт» Игоря Никитина осудили к 6 годам лишения свободы. По версии правоохранителей, его действия привели к ущербу в 45,5 миллионов рублей. Бывший генеральный директор акционерного общества «Саханефтегазсбыт» признан виновным в совершении преступлений. Судом также удовлетворен иск о взыскании с подсудимого суммы причиненного акционерному обществу ущерба в размере более 45 миллионов рублей. Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СОИСКа России по Республике Саха-Якутия, явились достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему генеральному директору акционерного общества «Саханефтегазсбыт». Он признан виновным в халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов организации с причинением особо крупного ущерба и злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение прав и законных интересов организации, а также тяжкие последствия. Глава Якутии провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. В ходе работы было отмечено, что доля заболеваний в Якутске сократилась с 81 до 73%. Но такая динамика обусловлена не спадом числа заболевших в городе, а значительным ростом заболеваемости в районах. Помимо этого было заявлено, что меры, которые были приняты в Якутске по дистанционному обучению, улучшили ситуацию с заболеваниями среди несовершеннолетних. Айса Николаев напомнила о том, что главной защитой от болезни является вакцинация и ревакцинация. Между тем, на территории республики за последние сутки было выявлено 3211 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске выявили 2344, в Мегино-Кангаласском районе 251, в Алданском 85, а в Мирнинском 75. Еще в 22 районах зафиксировали от 1 до 68 заболевших. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев, скорость распространения этой инфекции у большинства людей заболевание протекает все-таки в легком течении. И на сегодняшний день мы видим, что регистрируется увеличение количества выздоровевших лиц. За сутки выздоровело 1233 человека, а накануне было 1115 человек. Это в большей степени обусловлено тем, что люди вакцинируются и имеют иммунитет к данной инфекции, и инфекция протекает в более легком течении. К слову говоря, детей в возрасте от 1,5 до 5 лет могут прививать от коронавирусной инфекции назальной формой спутника – спреем для носа. Особенностью назальной вакцины является то, что она способна создавать в носоглотке дополнительный барьер при вдыхании вируса. Препарат может быть эффективен и в отношении омикрона, уровень заразности которого в несколько раз выше, чем у других штаммов коронавируса. Отмечается, что окончательное решение о форме прививки для младшего возраста будет принято только после того, как закончится испытание назальной вакцины на взрослых. По последним данным, пока никаких нежелательных реакций у испытуемых нет. Дополнительный центр по борьбе с COVID-19 в Якутске разгрузил работу амбулаторного звена. За 5 дней работы Центр амбулаторной неотложной помощи для больных ОРВИ города Якутска принял порядка 8 тысяч человек. Здесь у каждого 3-го больного выявляется новая коронавирусная инфекция. Как сейчас работает центр, узнавал Евгений Тайтонов. Чтобы разгрузить поликлиники столицы, 27 января на базе «Триумфа» развернули Центр амбулаторной неотложной помощи для больных ОРВИ и признаками COVID-19. Здесь ежедневно работает 170 медиков, 2 смены. У нас работают специалисты из НПЦ, фтизиатрия,
У нас работают специалисты из Якутского наркологического диспансера, из Якутского психоневрологического диспансера. Значит, и, конечно, основной костяк – это специалисты, врачи-терапевты, организаторы здравоохранения нашего Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Для удобства и предотвращения скопления граждан продумана маршрутизация. После заполнения документов и прохождения термометрии люди с признаками ОРВИ в порядке электронной очереди направляются на сдачу ИХА-анализов. Далее пациенты проходят на арену, где у нас расположена зона ожидания, потому что значит, данный анализ должен быть выдержан не менее 15 минут. Далее, значит, с этим анализом своим пациенты проходят к лаборантам. Значит, лаборант смотрит и определяет, и точно говорит, значит, положительный анализ, либо отрицательный. Помещение спортивного центра разделили на две части. Врачи по левой стороне проводят осмотр людей с отрицательными анализами, а справа – граждан с подтвержденным диагнозом ковид. По системе обязательного медицинского страхования в данном случае не предусмотрена выдача лекарственных препаратов. Но глава республики выделил из бюджета республики средства для того, чтобы людям можно было выдавать эти лекарства сразу на месте. В дальнейшем мы рассматриваем возможность введения данных пациентов по принципу облачной поликлиники. То есть мы не просто там диагностировали, отправили его домой, а будем его сопровождать до выздоровления. Здесь также готовы оказать неотложную помощь пациентам с коронавирусом вплоть до срочной госпитализации. Ежедневно медики в данном центре принимают более 1500 человек. Граждане с признаками ОРВИ могут подойти с 8 утра до 20 часов вечера и бесплатно сдать ИХА-анализ. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Якутск. На территории Нюрбинского района продолжает лечение от новой коронавирусной инфекции 424 больных. Из них на амбулаторном лечении находится 392 пациента, и из их числа 160 детей. У всех больных выявлены контактные лица. Все контактные лица соблюдают режим самоизоляции и проходят курс профилактического лечения по рекомендации Центральной районной больницы. Но вакцинация у нас с начала года проходила более хорошим темпом, но в связи с ростом заболеваемости люди стали меньше приходить на вакцинацию. Но на сегодняшний день первый компонент вакцины и однокомпонентную дозу получили более 10,5 тысяч жителей нашего района и активно прививаются, ревакцинируются. На сегодняшний день ревакцинированы 3207 человек. Мы активно призываем население Нюрбинского района и гостей нашего района пройти ревакцинацию, пройти вакцинацию, потому что те, кто вакцинирован и ревакцинирован, в большинстве случаев они болеют ковидом, например, новым штаммом, в более легкой форме, как простое ОРВИ в легкой форме. Продолжаем тему. Учитывая опыт республики, в Алекминском районе приняты ряд мер по профилактике ковид. На сегодня идет усиление амбулаторного звена как ведущего. На сегодняшний день в Алекминском районе наблюдается рост заболеваемости. Буквально за считанные дни возросло количество обращений. Возросло число обращений по симптомам ОРВИ с ковидом. Например, за вчерашний день у нас было 168 обращений. В кабинет неотложной помощи обратились всего 3 взрослых и 93 детей. Все вызова обслужены, усилена выездная бригада. У нас работает 9 выездных бригад, это детских и взрослых. В целях профилактики заболеваемости ковид здание бывшего детского сада «Теремок» определен для стационарного лечения детей. Была проведена заключительная дезинфекция, генеральная уборка, да? Расставлены кровати. На сегодняшний день у нас в стационаре получает лечение 22 пациента, из них 6 детей. Для лечения детей в стационаре у нас развернут ковидный госпиталь. Это на базе детского сада «Теремок». В связи с обстановкой в республике оперативным штабом Алекминского района принято ряд решений на опережение ситуации. В первую очередь переход на дистанционное обучение школьников. Было принято решение по переводу общеобразовательных учреждений на дистанционный формат обучения, кроме 9 и 11 классов. Также выделены
определены дежурные детские сады. Это в городе Алёкминск. Это вот детский сад «Звездочка», который показал вот, с учетом предыдущего опыта правильность такого решения. Ну и с учетом того, что в этом году у нас введен новый детский сад на 240 мест, который перекроет полностью потребность с учетом опыта. То есть мы надеемся, что вот этот нуждающихся в детском саду, эта проблема не будет стоять остро. По Наслегам принято решение по созданию дежурных групп разновозрастных. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. К другим темам. С начала года в Чурапчинском улусе зарегистрировано 3 пожара. В зимний период увеличивается количество пожаров в жилых секторах и гаражных боксах. Причиной тому является подключение дополнительных систем теплоподачи и обогрева. Чтобы такие случаи не повторялись, 24 января по 25 февраля ежегодно по республике проводится акция «Безопасный гараж». На основании этого работники пожарного отряда и надзора проводят профилактические совместные рейды в автосервисах, жилых частных гаражах и гаражных кооперативах. В данное время с начала акции проинструктировано 83 человека и осмотрено 53, всего 53 гаража. В ходе профилактических рейдов мы даем рекомендательные характеры именно увеличении количества первичных средств пожаротушения, замене электрических проводов, замене дымоходов и замене печей, печного оборудования. Амгинский районный музей истории гражданской войны в Якутии проводит ежегодную акцию «Подари музею экспонат» под девизом «100 экспонатов к столетию образования ЯССР». В этом году помимо образования столетия Якутской ССР, Амгинский район отмечает 370-летие основания Амги-Слободы и 350-летие хлебопашества. В связи с этими юбилейными датами музей проводит акцию «Подари музею экспонат». В рамках акции жители Улуса могут подарить музею уникальные экспонаты. Именно всех участников акции войдут в книгу дарителей и станут почетными гостями музея. В связи с столетием образования СССР наш музей объявляет акцию «Подари музею 100 экспонатов». Мы призываем население Амги поддержать эту акцию. В музее можно подарить любые предметы, например, старинные документы, фотографии, личные вещи родственников. И при желании, если вы нам позвоните, мы можем сами к вам приехать и забрать вам этот подаренный экспонат. К этому часу это вся информация. До новых встреч в эфире.